В эфире Якутия-24 актуальное интервью. Продолжается сбор заявок на вторую номинацию 2019 года «Народный дипломат» премии «Гордость Якутии». Очень часто обычные люди благодаря своим поступкам или делам объединяют регионы или страны. Поэтому организаторы и предложили такую номинацию, как «Народный дипломат». А кто может стать народным дипломатом и как это сделать, нам расскажет гость студии, министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин. Гаврил Витальевич, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, спасибо, что выделили время ответить на наши вопросы. Гаврил Витальевич, чем отличается народная дипломатия от официальной государственной дипломатической работы? Вообще народная дипломатия – это неофициальные контакты обычных людей, граждан разных стран, общественных организаций с целью ознакомления с культурой, жизнью и бытом друг друга, с целью продвижения каких-то проектов, с целью популяризации своей культуры, традиций своих стран, народов, да, которые осуществляются на добровольной основе. В народной дипломатии у нас сегодня вовлечены многие представители культуры и искусства, обычные граждане, представители общественных организаций, которые на добровольных началах с целью реализации каких-то проектов, которые направлены на достижение взаимопонимания между странами и народами, они вот занимаются и продвижением своих идей, связей, проектов, абсолютно добровольно, так говорится, без поддержки каких-то, может быть, на официальном уровне. Но, конечно, поддержка осуществляется. Мы всегда за то, чтобы у нас народная дипломатия развивалась, потому что порой межличностные и межкультурные контакты обычных людей, обычных граждан, они вносят очень большой вклад именно в развитие внешних связей, международного сотрудничества нашей республики. А вот как мы упомянули в начале программы, сейчас проходит республиканская премия «Гордость Якутии», в рамках которой ваше министерство инициировало номинацию «Народный дипломат». Можно, пожалуйста, поподробнее рассказать о премии и конкретнее об этой номинации? Да, действительно, мы в рамках объявленного года консолидации Республики Саха-Якутия совместно с холдингом Сахамедиа и Якутским Саха-информационным агентством реализуем проект «Гордость Якутии». В частности, что касается международной деятельности, мы учредили номинацию «Народный дипломат» с целью отметить созидательный труд и победы и достижения наших граждан именно на поприще международного сотрудничества. В настоящее время ведется сбор заявок. Мы сбор заявок определили срок до 3 марта этого года. И по итогам после сбора заявок у нас состоится открытое голосование на сайте ЕСЯ. И по итогам голосования мы выберем народного дипломата, того человека, гражданина нашей республики, который проживает у нас в республике. Может быть, он не проживает здесь, да, у нас в республике, может, живет, это может быть наш соотечественник, который проживает постоянно за рубежом. Мы выберем народного дипломата, который действительно будет, наверное, тот человек, который достоин этого звания, высокого звания народный дипломат, который работает, вносит большой вклад именно в продвижение имиджа нашей республики за ее пределами. А много ли в нашей республике тех, кто так или иначе занят народной дипломатией? Ну, на самом деле у нас народ, наши люди очень активные и всегда занимали активную позицию. В этом плане наша республика всегда была на передовых позициях. У нас очень много, как я уже говорил, очень много деятелей искусства, культуры, представителей общественных организаций, просто бизнесменов, просто обычных граждан, да, которые именно очень активно и посещают очень большую часть своего времени именно в народной дипломатии. Также у нас народной дипломатией занимается, как вы знаете, национально-культурное объединение, которые действуют на территории нашей республики, которые созданы вот по принципу, национально-культурному принципу. Это те национально-культурные объединения, например, объединение киргизов, объединение казахов, объединение литовцев, которые действуют на нашей, ну и других народов, да, их у нас 75 национально-культурных объединений. Они тоже в силу своей специфики, в силу своей деятельности, они очень вносят большой вклад именно налаживанию связей
межличностных, между людьми, между народами, вот с теми странами, откуда они к нам прибыли или откуда, где они родились. А специфика заключается только в этом, что страны берутся те, где они родились, или то, что они еще на гастроли ездят со своими Нет, спектаклями, не только показами? это, да, не только это. Мы очень много мероприятий проводим здесь и в республике, и за пределами республики. У нас, вы знаете, очень активно в последнее время вот общественники наши, бизнесмены, в частности, такие наши известные люди в республике, как Александр Павлов, генеральный директор Кирги, да, очень активно занимается народной дипломатией. Фонд Ильяда во главе с Михаилом Ершовым, да, Анна Зверева, искусствовед, да, тоже очень активно занимается этим. Василина Санги тоже очень... Ну, есть такой костяк у нас людей, активистов, которые вот именно сами добровольно по своей инициативе вовлечены в эти процессы и которые нам очень сильно помогают, в том числе в нашей работе, потому что, вы знаете, в последнее время у нас, последние годы ситуация вообще в мире геополитическая не совсем, как сказать, хорошая, да. Вы знаете, у нас со странами Запада не очень хорошие отношения, да, в последнее время. И именно такие контакты нам помогают сохранять и продвигать наше сотрудничество за рубежом, с остальным миром. А много ли якутян проживает за рубежом и как они помогают в налаживании дружественных связей между нашим регионом и страной проживания? Действительно, в какую точку на карте мира не ткни, да, наверное, мы сможем там найти наших соотечественников, якутян, которые выходцы из Якутии, которые когда-то жили у нас, были связаны с нашей республикой. Да. Их по всему миру достаточно много. Мы в настоящее время реализуем проект по созданию информационной сети наших соотечественников, проживающих за рубежом. И, соответственно, на добровольных началах тоже они вовлекаются в этот процесс. У нас в настоящее время активно очень работают наши соотечественники в Латвии, в Канаде, в Китае, в Турции. Да. Вот как раз на днях в Турции создается ассоциация якутян, проживающих в Турции. Да. Очень активно сейчас заявила о себе наша диаспора, проживающая в Новой Зеландии. Очень активны всегда были наши соотечественники, проживающие в Европе. Это такие страны, как Германия, Исландия, Великобритания, Сербия. Ну и, конечно же, в Америке, в США тоже проживает большое количество наших соотечественников, которые действительно заинтересованы в том, чтобы не терять связь с нашей республикой, чтобы сохранить свои традиции, обычаи, культуры своего народа в тех местах, где они проживают. Гаврил Витальевич, и напоследок напомните, пожалуйста, нашим телезрителям об участии в Республиканской премии «Гордость Якутии» и конкретно в номинации «Народный дипломат». Как можно принять в ней участие? Да, уважаемые телезрители, пожалуйста, вы можете подать заявки через сайт ЕСЯ, Якутского Сахалинского информационного агентства. Там есть раздел, отдельный раздел «Гордость Якутии». Вы можете подать туда заявки именно на нашу номинацию «Народный дипломат» за себя, за своих родственников, за друзей, за знакомых, которых вы действительно считаете достойными звания «Народный дипломат». И даже за знакомых? За знакомых тоже. Гаврил Витальевич, спасибо вам за интересную беседу и за рассказ о премии. А мы еще раз напомним, что гостем студии сегодня был министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин. И обсудили мы тему народной дипломатии.